Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Очередная заслуженная награда. Интинская художница удостоена звания «Почетный работник Республики Коми». Около 150 миллионов рублей на капитальный ремонт поликлиники и хирургии. Когда и какие масштабные работы будут выполнены в учреждениях интинского здравоохранения? Интинцы приняли участие во всероссийской акции «Мы граждане России». 15 школьникам вручили паспорта. Россиянам с положительными ПЦР-тестами и антителами будут выдавать сертификаты по коронавирусу на год, а без тестов, но с антителами на полгода. Учитываются результаты тестирования, проведенного начиная с 1 января 2021 года. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, нововведение касается в том числе людей, привитых иностранными вакцинами или спутником ВИ за рубежом. Россияне смогут получать ковид-сертификаты в случае обнаружения антител к коронавирусу. Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет», сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Затем эти данные будут соотносить с базой данных положительных ПЦР-тестов. Если у человека есть антитела и был положительный тест после 1 января, ему выдадут сертификат сроком действия на год. Россияне, которые не получили положительных ПЦР-тестов, но подозревают, что переболели COVID-19, также смогут сдать тест на антитела и получить сертификат, но уже на полгода. Сертификат с таким же сроком действия получат россияне, которые сделали прививку иностранной вакциной и сдали тест на антитела. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об обязательном использовании QR-кодов на междугороднем и международном транспорте решено снять с рассмотрения Госдумы. Интинка Марина Линик удостоена звания «Почетный работник Республики Коми». Заслуженную награду известной в городе художнице и общественнице вручил глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев. Этот подарок стал прощальным для Марины Станиславовны. На следующей неделе она вместе с семьей навсегда покидает родной город. Марина Линик 25 лет проработала преподавателем в художественном отделении детской школы искусств. Вместе со своими учащимися она помогала оформлять помещения детской больницы и поликлиники, второго этажа Дворца культуры, детского дома-интерната для престарелых и инвалидов, делала фигуры для снежного городка. Так сложились обстоятельства, что художнице приходится покидать Инту, но родной город навсегда останется в ее сердце. Она обещает по мере возможности навещать Приполярье. Все мы стремимся всегда, да, что-то изменить в жизни. А на самом деле, когда эти перемены на 180 градусов, это непросто. Потому что все-таки люди, хоть это и банально, но люди, да, это очень ценно. И мне повезло, да, повезло, что была именно в Инте, и меня окружал вот такой вот замечательный коллектив по жизни. И за поддержку всем спасибо. Марина Линик в своей копилке имеет самые разные награды, почетные грамоты и благодарственные письма администрации округа, Министерства культуры Республики Коми и Российской Федерации. Теперь же у нее появился знак «Почетный работник Республики Коми». Продолжается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. В следующем году в Центральной городской больнице стартует долгожданный капитальный ремонт. Здания медицинских учреждений поликлиники номер 1 и хирургического отделения будут приводиться в порядок несколько лет. Минздрав выделяет средства на выполнение огромного объема работ. Ежедневно за медицинской помощью в центральную поликлинику обращаются сотни горожан. Интинцы проходят осмотры у врачей-терапевтов и узких специалистов, различные лабораторные исследования и курсы лечения. Постепенно обновляется оборудование, закупается современная медтехника. А вот капитального ремонта в поликлинике не было уже более 60 лет. Здание заметно обветшало, как внутри, так и снаружи. Косметическими ремонтами здесь уже не обойтись. Здание поликлиники построено в 1957 году. И за 64 года существования поликлиники там ни разу не проводились ремонты. Ни разу. Понимаете? Вторая половина поликлиники введена в эксплуатацию в начале 90-х годов. И тоже ни разу за эти годы там ремонты не проводились. И как бы кто ни хотел, конечно, будет ремонт по современным технологиям. А благодаря
нашему новому руководителю региона Владимиру Викторовичу Уйбе, наконец-то мы получили финансирование на ремонт этих зданий. На сегодняшний день эти здания принадлежат не городу, а Министерству здравоохранения. Министерство здравоохранения прежде всего финансирует лечебно-диагностический процесс. Деньги на ремонт выделены отдельной статьей из федерального бюджета. На ремонт первой поликлиники выделяется 90 миллионов рублей, порядка 50 на приведение в порядок хирургического корпуса. По словам главного врача Интинской ЦГБ, объем работ огромный, и проводиться он будет поэтапно на протяжении 5 лет. На время ремонта медучреждения закрывать не собираются. В 2022 году запланирован ремонт только внутри зданий. В первую очередь предполагается привести в порядок потолки, стены, полы, системы отопления, заменить все старые окна на новые. В летнее время начнется ремонт кровли. Капитальный ремонт фасада здания поликлиники номер 1 начнется не раньше 2023 года. Стены медицинского учреждения намерены утеплить и обшить сайдингом. Ремонт фасада однозначно будет сделан по современным технологиям. То есть, если в 1957 году других методов утепления зданий, кроме как штукатуривания, не было, то сейчас существуют современные технологии. Министерство здравоохранения не намерено каждые 3-4 года выделять деньги на ремонт фасада, однозначно. И как вы знаете, если у нас здания какие-то сейчас приводятся штукатуриванием, да, утепление, через 2-3 года там идут трещины, и снова фасад начинает рушиться. Это же морозы, это наша северная зима. Ремонтные работы еще не начались, а в социальных сетях уже бурно обсуждают отделочные материалы, которые предполагается использовать для ремонта фасада первой поликлиники. Мнения людей разделились. Кто-то считает здание историческим, сравнивая его с Петерговским дворцом, поэтому против сайдинга. Кто-то высказывает мнение о строительстве вообще новой поликлиники. Когда мы встречались с Владимиром Викторовичем Уйбе, руководителем нашего региона, и разговор шел о том, чтобы восстановить штукатурное утепление, он спросил, здание носит исторический характер? Нет. Здание официально не признано исторической ценностью. Улица Кира у нас тоже не носит статуса памятника архитектуры. Если бы это было так, как сравнивает в соцсетях Невский проспект, так, простите, Невский проспект признан памятником архитектуры. И там совершенно другое финансирование из других источников. А пока нас финансирует только Министерство здравоохранения, которое не заинтересовано в ежегодных ремонтах зданий и сооружений. Поэтому будут применяться современные технологии, которые наиболее практичны и наиболее лучшие уже по сравнению с 50-ми годами. Для сравнения приведем детскую поликлинику, которая утеплена по современным технологиям, и там сейчас прекрасные условия, все очень довольны, и жители города довольны, и сотрудники довольны. Там тепло, сухо, крыша не течет. Точно так же будет сделано и в первой поликлинике. Это намного лучше, чем жить по старым меркам 50-х годов. Программа модернизации первичного звена здравоохранения охватывает все субъекты Российской Федерации и рассчитана на 5 лет. На реализацию проекта до 2025 года предусмотрено более 500 миллиардов рублей и еще около 50 миллионов рублей за счет бюджетов регионов. Напомним, в этом году в рамках данного проекта автопарк Интинской центральной городской больницы пополнился специализированными автомобилями. Приобретен современный цифровой маммограф и другое медицинское оборудование. Дворец культуры и техники преображается. Большинство капитальных ремонтов, запланированных на этот год, выполнены. Часть работ еще предстоит сделать. Сейчас строители занимаются наведением порядка в уборной комнате культурного учреждения. Во Дворце культуры продолжаются ремонтные работы. Очередной аукцион на ремонт санузла и замену оконных блоков 2 и 3 этажа выиграла подрядная организация ООО «Наше время». В этом году у нас прошло много ремонтных работ, и благодаря аукционам остались деньги, которые мы решили потратить на замену окон Дворца культуры. Тема очень актуальная, потому что большая теплопотеря проходит за счет старых окон деревянных, поэтому 1 600 000, которые остались от аукциона по кровле, мы провели аукцион по окнам и по ремонту туалета, санузла за сценой. Этим местом пользуются артисты в основном. И здесь находится постирочная. Здесь у нас стоит машинка стиральная, мы здесь стираем костюмы. И есть душевая для артистов, которые гастрольные коллективы.
Работники подрядной организации уже произвели подготовительные работы. Разобрали старые деревянные проемы, сняли облицовку стен и полов из плитки, полностью демонтировали сантехническую разводку труб водоснабжения и канализации. Кирпичную стену, разделяющую ванную комнату и санузел, переложили по новой. Это помещение не ремонтировалось еще со времен основания Дома культуры. Оно в очень плохом состоянии. И благодаря вот этому аукциону наконец-то удается сделать здесь капитальный ремонт. Вот эту стену перебирали полностью. Она совершенно была трухлявая, то есть кирпичи просто выпадали, поэтому стенку переделали. Сейчас идут работы по сантехнике, по замене труб. И дальше уже отделочные работы. Здесь тоже будет заменено окно. И, в общем-то, помещение будет совершенно новым и удобным для работы. Сегодня работники занимаются монтажом новой сантехнической разводки. Впереди выравнивание стен и полов, их облицовка и установка новых дверных проемов. Все полы и стены санузла покроют керамической плиткой. В душевой установят панели ПВХ. Будет смонтирован подвесной потолок. По смете также заложены средства на установку нового сантехнического оборудования, такого как ванна, душевая кабина, смесители, унитаз и умывальник. В стирочной будет стоять стиральная машинка, душевая кабинка и ванна для полоскания. Соответственно, здесь все будет предусмотрено для того, чтобы стирать и мыться. Вот. За этой стенкой находится туалет, соответственно, санузел полностью тоже отремонтированный современными отделочными материалами. Поэтому надеемся, что здесь будет очень уютно, хорошо. Ремонт в учреждении проводится не только за счет субсидий, но и за счет собственных средств, заработанных на платных услугах. В частности, в кассе Дворца культуры на смену устаревшему кассовому окну для обслуживания клиентов пришло новое современное с передаточным лотком. В комплект к нему было установлено переговорное устройство громкой связи типа клиент-кассир. В самом помещении заменили столы на новые и перестелили линолеум. В Коми впервые прошел республиканский конкурс среди участковых избирательных комиссий. Победителем признан УИК номер 174 нашего муниципального образования. Интинцы лучше всех показали себя в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва. Итоги конкурса подвели на заседании избирательной комиссии Республики Коми 7 декабря. Победителей выбирали из 4 претендентов участковых комиссий Инты, Усть-Коломского и Усть-Цилимского районов. Вообще в этом конкурсе принимали 4 участковые комиссии, которые сформированы на территории Республики Коми. Одна из них – это участковая избирательная комиссия номер 174. Председателем комиссии является Юкса Ольга Александровна. В 7 декабря 2021 года наша работа, которую подготовила участковая избирательная комиссия номер 174, заняла первое место. Многие интинцы принимают участие во всех выборных кампаниях. Они считают это своим долгом – прийти на участок и отдать голос за достойного кандидата или партию. УИК номер 174 традиционно пользуется особой популярностью, ведь он расположен в центре города, в здании городской администрации. Состав комиссии 11 человек. Участковой комиссии Ольга Александровна Юкса у нас является членом участковой комиссии с 2011 года. С 2018 года на выборах президента она была назначена председателем участковой комиссии. Комиссия постоянно. Комиссия работает всегда без нареканий. Жалоб и обращений на работу участковой комиссии никогда не поступало. Поэтому мы с благодарностью тоже хотим отметить работу всех членов участковой комиссии. На протяжении многих лет я сама работаю в системе выборов. Последние несколько лет я занимаю должность председателя участковой избирательной комиссии, как вы уже сказали, действительно центрального избирательного участка в нашем городе. И команда у нас подобралась под стать, молодая, активная, энергичная. Все профессионалы своего дела, несмотря на то, что выборы – это очень серьезный процесс, и связано это прежде всего с тем, что
Законодательство в этой части меняется достаточно часто, быстро, и, скажем так, необходимо за этим следить, быть очень внимательным к каждой тонкости, каждому нюансу. Вот. Но тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, что наша команда справляется полностью с возложенными на нее обязанностями, благодаря тому, что члены комиссии проходят, можно даже сказать, непрерывное обучение в течение всего процесса подготовки к выборам. Подобный конкурс проводился впервые, поэтому в нем было не так много участников. Но интинцы с удовольствием откликнулись на предложение и в ноябре отправили необходимую документацию. В этом году нам наша территориальная избирательная комиссия предложила принять участие, поучаствовать. Нам стало это интересно, потому что, в принципе, у нас есть о чем рассказать. Ведь это не только работа конкретно нашего 174-го УИКа. Мы представляли деятельность всего муниципального образования в целом, всю систему подготовки, организации и проведения выборной кампании. Поэтому я думаю, что в этом безусловный вклад всех тех, кто принимает участие на территории города в организации проведения выборов. Хочу поблагодарить, конечно, свою команду, которая внесла значительный вклад в то, что вот мы заняли почетное первое место. Было неожиданно, но тем не менее очень приятно, потому что документы, как мы это обычно делаем, готовятся быстро очень. И потом и забылось, что вроде бы мы принимали участие в этом конкурсе. Когда нам позвонили и сказали, что мы стали первыми, мы, конечно, очень обрадовались. Члены комиссии оценивали соответствие конкурсных работ по каждому из 7 направлений, характеризующих деятельность участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва. Для участия в конкурсе у нас были поданы разные материалы. Это была заявка, описательная часть заявки. Мы сделали презентацию из фотографий и также брали у 5-го канала видео о нашей участковой избирательной комиссии. Наша участковая избирательная комиссия очень дружная, слаженная. У нас много творческих людей, мы все стоим горой друг за друга. Наш УИК будет отмечен благодарственным письмом регионального избиркома, а также получит сувенирную продукцию. До Нового года осталось меньше месяца. Инта активно готовится к празднику. Город украшается гирляндами, елками и снежными фигурами. Интинцы благоустраивают территории возле жилых домов, коммерческих и социальных учреждений. На площадках детских садов родители строят горки и мастерят скульптуры. Ежегодно с наступлением зимы и в преддверии новогодних праздников Инта преображается. Территории детских садов, школ, городских предприятий и дворы переодеваются в яркие новогодние наряды. Коллектив детского сада номер 31 «Крепыш» каждый год совместно с неравнодушными и творческими родителями создают на радость детям сказочные снежные постройки. Родители у нас очень отзывчивы, никогда никто не отказывает. Такая практика у нас уже много лет, что родители помогают именно в новогодних постройках, потому что это объемно, у нас всегда это очень грандиозно и очень много всего. Вот, поэтому родители откликаются, приходят и в выходные приходят, и в будни, кто может, постоянно работает. Постройки самые различные, самые многообразные. У нас всегда этот конкурс в рамках детского сада. В этом году нам предложили поучаствовать в республиканском конкурсе в рамках движения «Колята». Поэтому стараемся. Создание игровых снежных площадок в Крепыше стало традиционным. Вот уже не первый год родители под руководством воспитателей строят для деток снежные городки. Причем каждая группа на своем участке, отведенном для прогулки малышей. В прошлом году мы уже собирались с родителями, делали горку и украшали свою территорию. Наши родители для своих деток откликнулись с радостью все это делать. Работаем. Обязательным атрибутом детской площадки всегда является горка. В ее создании воспитатели просят помощи представителей сильной половины человечества, пап своих воспитанников. Создание снежных фигур, всевозможных игровых зон, лабиринтов, змеек, а также декорирование и украшение участка и новогодней елки полностью лежит на плечах мамочек. Выбрав для всех удобное после работы время, родители погружаются в процесс сооружения сказочных героев и снежных игровых зон.
В этом году мы захотели составить конкуренцию нашей городской горке, установленной на площади, и в детском саду сделали ее маленькую копию, чтобы тоже радовать деток. Здесь планируется установка еще фигурок, елки, естественно, украшенные шариками и со всей мишурой красивой. Что у нас еще? Значит, цветные будут, разноцветные, такие как из шариков, бомбочки. Детки с еще большим удовольствием гуляют на обустроенных площадках, используют все конструкции для своих игр. В течение всего учебного года в учреждении работает творческая группа педагогов. Она ежегодно меняется у нас. И в этом году тоже эта творческая группа будет оформлять при входе основную территорию, общую, скажем так, территорию для всех. А группы, конечно, уже с родителями, они уже свои непосредственно прогулочные площадки. У нас их много, и поэтому работы хватает. Педагоги дошкольного учреждения выражают огромную благодарность и признательность неравнодушным родителям, оказывающим воспитателям помощь в оформлении участка, строительстве горок, снежных фигур, расчистке снега на прогулочной площадке. На интинских школьников возложена большая ответственность за их дела и поступки. В преддверии Дня Конституции Российской Федерации и в рамках общероссийской гражданско-патриотической акции «Мы граждане России» в Центральной библиотеке состоялось торжественное вручение паспортов юным интинцам. Всероссийская акция «Мы граждане России» проводится в рамках празднования государственного праздника Дня Конституции Российской Федерации. Ежегодно сотрудники библиотеки проводят для интинцев тематические мероприятия, познавательные уроки, рассказывают о документе, обладающем высшей юридической силой и определяющем принципы устройства государства. Действующая Конституция является пятой по счету из принятых в нашей стране. Ей предшествовали Конституция РСФСР 1918 года и первая Конституция СССР 1924 года. Далее наша страна жила еще по двум высшим правовым актам – Сталинской Конституции 1936 года и Брежневской 1977 года. История рождения новой Конституции, принятой всенародным голосованием в 1993 году, продолжалась 3,5 года. У Конституции Российской Федерации было более 1000 авторов. 1 июля 2020 года были внесены поправки в Конституцию Российской Федерации. Многие поправки связаны с укреплением института семьи и государственными гарантиями для самых маленьких граждан, которые стали важным приоритетом государственной политики России. Другие поправки связаны с федеративным устройством и закрепляют суверенитет России, а также встают на защиту нашей многовековой истории. Еще вносятся значительные изменения в отношении президента, Государственной Думы, Совета Федерации, судебной системы страны. Так, например, президент сможет самостоятельно назначать на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти и увольнять премьера. А чтобы назначить премьера на должность, Государственная Дума должна будет окончательно утвердить его кандидатуру. Также Госдума будет вправе утверждать вице-премьера и министров, за исключением министров иностранных дел и силовых структур. Статья 76, дополнена частью 2.1 Конституции, будут защищаться гарантии и территория нашей страны. Основной закон России дважды был в космосе. В 1999 году Конституция была на станции «Мир», а в 2005 году экземпляр Конституции России отправился на борт Международной космической станции. В общей сложности Конституция пробыла в космосе 329 дней. Главный закон нашей страны затрагивает все стороны жизни каждого гражданина. Например, в этом документе говорится о том, как устроено наше государство, на каком языке в нем говорят, сколько народов живет в стране, какие права и обязанности есть у граждан. В рамках всероссийской акции «Мы граждане России» в библиотеке прошло торжественное вручение паспортов. Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации, получили 15 ребят, которым недавно исполнилось 14 лет. В первую очередь это значит для меня то, что я повзрослела, то, что у меня появляется больше прав, то, что я могу знать что-то больше и могу наконец-то работать. Это плюс для меня. Также, у меня появляется больше обязанностей, больше ответственности за свои поступки. Вручая ребятам паспорта, начальник Интинского отделения УФМС Ольга Разживина пожелала молодым людям бережно относиться к выданному документу, достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации.
Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.